Здравствуйте, друзья! Всех поздравляю с праздником Днем космонавтики. Сегодня 12 апреля, время 3 час дня, и мы едем на Печору проверять наши продольники. Коротко хочу заснять, в каком состоянии уже дорога на Печору. Просто убита в хлам. Но мы едем. Потихоньку, но едем. Ну что, заклевало хоть нет что-нибудь? Ну, на один сижок попался после, утром. Все, нет клёва, да? Да хер знает. Утром два сига и Вот. хорюзок был. А сейчас один сиг. Я позавчера, считай, поставил, 2 дня проверял одни ерши. Ну, ерши тоже. Ёрш крупный и икрой, ну да. Первые-то они, а потом начинал вот такие прозрачные. Прозрачный, да. Пока он крупный, но ни язя, ни хариуса, ни сига что-то нет. Надо сегодня грамм на 4. А сейчас перестало, у них вот это, может, давление, коматоз вот это, блин. Потому что черви-то целые все. Целые. Вот, видишь, в чем дело это, блин. Ладно бы они рвали туда-сюда ёрш. А ёрш и то, получается, слабо берет. Ждет, наверное, пока. Ладно, Ну, давай, глянь. проверь. Вот так вот побеседовал с коллегой рыбаком. В лицо не стал снимать камерой, но думаю, не обидится, если услышит на канале, если он смотрит, конечно, нашу речь. Как мы узнали из разговора, поклевки пошли потихоньку, но активного клёва еще нет. Активного клёва еще нет. Будем ловить здесь. Будем ловить, будем пытаться, и мы ее обязательно поймаем. Все, давайте пока. Встречаемся на реке. Дорога здесь, о, пошла опять колея набитая. Это еще по-божески. Тут местами бывает вообще иногда раза 2, наверное, садился на брюхо полностью, что не мог даже проезжать. Так что вот это коляща, что накатали, это еще по-божески. Нормально. Там вот раньше возле очистных там вообще уже черт не знает, что творится. Здесь еще машин меньше ездит, так еще более-менее дорога сохранилась. Ну все, до встречи на реке. Ну и еще пару кадров о дороге. Покажу вам при подъезде к реке, какая дорога. Что не так-то все уж красиво и хорошо и пушисто. Так и хочется напеть, что нет, жизнь не только майский день. Это не только майский. Это апрельские дни, полные луж. Я вам говорю, друзья, бывают еще хуже намного. То, что сейчас творится с дорогой, это еще все по-божески. Полный привод все-таки едет. Так, что мы видим на реке? Мы приехали. Сейчас закроем стеклышки. Закроем. И будем смотреть, что у нас с Печорой сегодня творится. Дождя сегодня нет. Дожди закончились. Иссякли силушки у дождя и снега. Мы наблюдаем серый лед. Белого снега нет, зато есть серый лед. И он уже больше не серый, а зеленоватый. Наблюдаем лужу глубокую в начале, лужу глубокую в конце. Стоят машины на Русановской стороне. 2 машины вижу. Так, вам не видно, вот сейчас покажем. Вот они. Вон стоят. Уже не рискуют переезжать, потому что дорога уже опасная. Так, что мы видим? Мы видим, серьезных изменений на реке нет. Немного то, что вот здесь вот потемнело немножко. Здесь потемнело, вот здесь потемнело. Но еще нормально, лед там тонкий, но
еще есть. Так, мылвы пока не видать. Сегодня переезжал через мост. Река Мылва полностью открытая. Вон там рыбачок. Походу один и тот же. Так, все. Там еще рыбаки. Но мылвы пока там заречье. Вот здесь вытекает мылвы. Мылвы пока не видать. Сама речка уже сгнила. Вся уже открыта. Кстати, открывается она без ледохода. Просто на месте гниет и все. Впадает в нее речка Сойва такая. И она напрочь растапливает весь лед. Лед всю зиму там опасный. Вот как-то вот так. Ну а мы сейчас берем ведра, корыто и вперед на проверку с надеждой на улов. Я надеюсь, что я что-нибудь поймаю. Ну и, конечно, хочу показать вам, чтобы вы это увидели. Сколько можно впустую проверять. Вперед из песни. Итак, вот мы и на месте. Дошли мы сегодня довольно легко, потому что на улице -1, сухо. Небольшой ветерок есть, но ничего страшного. Но. Минус минусом, но червей сегодня придется. Вон, корка льда. Корка льда где-то с полсантиметра, наверное. А я не взял ни лопаты, ни пешни, ни даже черпачка. Так что сегодня придется ковыряться рукой. Ну, ничего страшного. И ветерок такой поднимается. Ветерок поменялся на южный. Южный ветер подул. Интересно, дул северяк, было тепло и шел дождь. Поменялся южный ветер и -1 и сухо. Посмотрим, как это отразится на клеве. Ладно, не будем тратить времени. Просто будем смотреть, даст нам боженька сегодня рыбки или не даст. Ну, нормально. Вот так вот пятки раздолбим, и все будет просто хорошо. Первый продольник. И что он нам даст? Так, что-то дергает. По-любому ёрш. Ага. Ёрш один. Вот такой вот здоровенный ёрш. Ну и все. Опять один ёрш. Первый продольник нас всегда одаривает ершом. Ну и на том спасибо тебе. Вот такой вот ершище с икрой. Удивительно, вот все ерши с икрой вот что попадают. Очень-очень редко с молокой. Остальные все с икрой. Нормально. Червей придется прятать за пазуху, потому что, чтобы не подмерзли. Ладно, встречаемся на следующем продольнике. Поднимается ветер. Хорошо, что он еще дует в спину. Ветер уже не слабый. Если бы дул в харю, было бы не очень хорошо. Так, а здесь у нас походу пусто. Вон коллега по рыбалке херачит на велосипеде, как только шум стоит. Красота, да еще и по ветру. Ветер поднялся нешуточный. Тоже, говорит, что-то слабовато. С утра один ясь был и все. Сига нет, харюза нет. Ладно, будем смотреть. Ай, мой ясь попадется только мне. Так, здесь по-любому нету ни моего, ни чужого, никакого. Подул южный ветер, но почему-то давит мороз. Ну вот, друзья, наконец-то какая-то хоть появилась натяжечка. Есть вариант, что здесь какая-то рыбка есть. Вот такой вот харюзочек. Вот такой вот харюзочек. Хоть что-то. И еще что-то. О, и друг сопливый мелкий налимчик. Вон какой он маленький. Ужас.
Так, попробуем тебя безболезненно снять крючок. Вроде получилось. Иди гуляй. Иди, малыш, гуляй. Уплыл весело, так что будет жить. Так что будет жить. Ну вот. Наконец-то хоть что-то. Вот такой вот хорюзочек. Все-таки клюнул. Так, мальков отпустить, чтобы не замерзли пока. Так как пошла минусовая температура с ветром. И все замерзает на ходу. Без ветра, если это нормально, то с ветром это все делается быстро. Так что пока выключаемся. Что-то уже есть. Хоть что-то клюнуло. Первый хорюзок. Вон, друзья, даже непогоду вороны не боятся. Сидит, просит, каркает у меня что-то. На, кушай. На. Кушай, кушай, кушай. Кушай, воронушка, кушай. Он подходит, подходит. Кушай. Да не бойся ты, нормально все. Цап, и все, отлетело. Съела малечка. Ну все. Приятного аппетита. На, серая ворона. Кушай ёршика еще. Кушай, кушай, не бойся, не бойся. Кушай. Ну. Да не бойся, нормально все. Да не бойся, не бойся. Кушай, кушай, серая, кушай. Да бери, бери, не бойся уже. Вот так, цапысь и все, молодец. Кушай на здоровье. Съела малька, съела ерша. Больше я тебе ничего не отдам. Так, здесь я вижу какую-то натяжку. Ёршик умер. Второй ёршик не шевелится, но еле живой пока еще. Малек тоже на грани. Так, червяк. Червяк. Еще червяк. А, вот он кто. Вот такой вот налимчик. Вот такой вот налимчик. Зацепился легко. Иди гуляй. Гуляй и возвращайся живым и здоровым. Которые слабо зацепились, я их с удовольствием отцепляю. Ну, а которые заглотили до желудка, ну, жадность наказуема. Смысл их отцеплять, если они все равно подохнут, не вижу никакого. Так хоть кошки пойдут. Или собаки. А этого с удовольствием отпускаю. Так, тут что-то у нас дергает вроде бы как. Ёж целый, малек целый. О, вот этот дундук. Огроменный ёрш. Вот кто, оказывается, дергал. Вот такой вот огроменный ёрш. И еще кто-то там. Скорее всего, еще ёрш. Так, ты иди к нам, пакетик. Там уже у тебя друзья, братья немного собираются. Так, ну что там еще? Еще что-то там подергивает. Еще ершок. Ага, вот он. А, нет, налимчик. Опять маленький налимчик. Маленький. Заглотил-то как. Так. Как бы тебя отпустить-то безболезненно. Вот так вот. Уплыл. Уплыл. Блин, мелочь на лиме есть. Где крупный? Я не понимаю.
Или он вырастает, сплавляется куда-то, блин. Мелочи вон сегодня уже. Третьего налимчика уже выпускаю. А крупного нет. А почему? Хрен его знает. Вниз сплавляется, наверное. А, мороз крепчает и крепчает. Вроде и солнышко выглянуло, и дождя нету, но руки уже закоченели. Так, смотрим очередной продольник. Так, что-то здесь запутало. Мальки друг с другом что-то перетерлись. Так, о, есть подергивание. Друзья, здесь что-то кто-то есть. Здесь кто-то что-то есть, кто-то что-то дергает. Еще малек что-то О, вот он, вот он, вот он. О, хороший хорюзочек. Вот такой вот красавчик. Не крупный, но долгожданный. Долгожданный хорюзок. Второй сегодня. Брюхо полной икры. Заглотил до кишков. Чтобы леску не рвать, порвем хорюзка. До желудка самого заглотил. Капитально. Так. Добрались до крючка. Ну. Все. Ну вот. Второй хорюзочек сегодня уже. Несколько ершей. О. Немножко прибывает. Холодно. Мороз давит вообще капитальный. Обещали мороз до минус 16. Вот, наверное, они надвигаются. Лед уже вон какой толщины. Он даже в течение пары часов вот тут застыл. На глазах замерзает. Так, уже хорошо. Сейчас это все хозяйство насаживаем и отпускаем. О, у меня же настроение немного поднялось. Так, малька сюда. Пока выключаемся. Ну вот мы и подошли к крайней палке своей, к ершовой лунке нашей. Сейчас посмотрим. Лед уже вон. Промерз как. Давит мороз. Так что рано радовались теплу. Зима еще не собирается отступать. Только почему-то мороз пришел с юга у нас. Дул южный ветер. Было тепло и сыро. Теперь холодно. Ой, то есть наоборот, был северный ветер. Было сыро и тепло. Теперь южный ветер и холодно так. Ну что, сколько сегодня ершей у нас в ершовой лунке? Так, этот ерш насаженный. Суженый мой, ряженый, на крючок насаженный. Малек дохлый. Червя не тронули. Так, ерш раз. Крючок обсосанный, ерш 2. Сегодня 2 ерша. Всегда было по 3 ерша, сегодня 2. Так. 2 ерша. Раз. Два. 2 ерша. И там вроде бы десяток ершей. Получается. Вот мой весь улов сегодняшний. Вон, 2 таких вот хорюзка. И получается 12 ершей.
Ну чё? Ой, не густо, ну и не пусто. Не такой, конечно, улов я ожидал. Ну что теперь? Рыба такая вещь, что, как говорится, без труда не вынешь рыбку из пруда, это точно. Но иногда и бывает и трудишься, и мерзнешь, и все такое, и мокнешь. А в ответ, ну, хоть сегодня вот 2 белые рыбки попало. Ну что, будем надеяться, что рыба шевельнулась, что следующая проверка у нас будет более веселой. И будем рыбачить до конца. Я упрямый. И пока позволяет лед, пока позволяет печора, будем ходить, будем копать этих червей на теплотрассах. И будем рыбачить. Будем проверять до последнего льда. Ну а потом уже пойдем на озера. Так что до встречи на следующей проверке. Всем пока.